У меня, ребята, утка уплывает. Задним ходом до дна. Вон она. Остановились, попросили завести пену и на минутку зайдем, посмотрим, что и как. О, это щенокайды. Щенокайды уже там взрослые. Сейчас поближе подойдем. Сейчас будут ругаться, наверное. Айда, тут сабо. Знакомые. Узнала, нет? Щенка своего. Эй, народ! Тук-тук-тук. Кто-то есть, нету? Курит, блин. Так, не матюгаемся, я пишу. Смотри. Ока! Зашли оба. Вот тебе. Ага, ну спасибо. Взрослая уже, смотри. Да? А где Сергей? Сергей, в ад пошел, а не пришел. Радио, все так четко слышно у вас. Это новое. Что-то у меня вообще ни хрена не ловит. Ну-ка, чайка. Ты смотри, какая. Пур сейчас нос барая. Ты смотри, ругаются. Иди, он гуляй. Фу, мунда, маш. Хайда. Это Чайка. молодая, блин. Намона гуляйте. А мышей ловит. О, Мышей. Ой, так ошибка. Мышей много, вот и. На болоте и везде, где можно. Короче, вот это мой знакомый, который... Совсем незнакомый, да. Который совсем незнакомый. Собирает России клюкву. Уже за сколько? За один день там 30 литров, или сколько ты говоришь собираешь? 30 литров в день собирает. И по 110 рублей сейчас клюква. Так что не надо лениться. Сейчас уже скоро снег пойдет. На севере. В Якутии я видео смотрел, там вообще ужас. Сегодня в Воркутинском районе 0-5. 5. Сейчас гуси попрут. Если есть гуси. Где-то есть, но здесь точно нету. Здесь сюда не попадает. Ну. Мне радио понравилось, он, смотри, ловит. Так, это какой? Это Обычное радио или телевизор? Это телевизор. А, телевизор. А в России тоже слышно? Вон антенна есть, вот. Кусок провода. Там у тебя далеко, да, из-за этого еще. Было видео, я заходил сюда зимой. А это что за лампочка у тебя? Светодиодная лента. И откуда он? Аккумулятор. От аккумулятора? Да. Подсоединил и Да. светла. Блин, что-то надо тоже придумать. Самое Сергей привез. Айда, не ругайся.
Большой его подсоединяли, такой большой аккумулятор, да. Да. Ой, вообще чересчур ярко. Понятно. Надо тоже купить такой диод. 5 метров? 200 с лишним рублей. Это в городе? Да. В Алиэкспрессе, наверное, вообще 50 рублей. А, там дальше еще идет. Это, да, это уже обрезали, чересчур ярко, да, большой аккумулятор. Да. Ну-ка, вруби. Нет, Боко! надо это, вон эти переходники, это широкие, а как его, надо, чтобы поуже было. Сергей привезу. А где, интересно, купил в городе? А вот такие куски по всему дому вот навешал, да. Даже обрезает. Айда мунпе. Видите, зашла тоже. Нагло. Чайка. Давай, давай, бей. Это мать и дочка, получается. Ну-ка! Наверное, не узнали друг друга. Как там узнаешь, скажи, давай. Откуда, скажи, узнать свою мамульку? Может, и узнала. Фиг знает. Ну, ты росла уже. Весной уже щенки у тебя будут. Ой, как избавляйся, да. Понятно. Сидеть хорошо, но нам надо еще подниматься. Да, мне тоже надо ехать, собирать. До обеда пособирать. Потом сдать поедешь. Нет. Или чистить еще. Чистить-то у нас аппарат есть, да, только осы. А что за аппарат? Давай пойдем посмотрим. Посмотрим, чем чистят клюкву. Ну-ка! Айда! Виджа для друга. Дерутся. А. Ну. Или через это. Да, через нее спускаешь, и все. Щеткой потом так чистить. Наклоном Да, ставишь и да, он пленкой потом одеяло. И... все ясно, понятно. 30 литров, ну, час не проходит. Фотографию давай еще сделаем. Да, С избушкой. И вот еще немножко поснимаю вот окраина. Вот смотрите, сколько там. 3 дома еще, наверное, стоит. Или два. 2 дома. 2 дома и баня, наверное. Не, там чамья. А, чамья, этот, как его, амбар. Амбар. Но все заросло. Смотри. Так, а где? А, вон мусор. Ничего вы начистили тут. 200 килограмм чистили? 200 килограмм. И здесь сколько килограмм мусора? Да, 5. Мох-то легкий. Ага. Ну ладно, я, наверное, дальше поеду. Пошли. Ладно, Лешка, ружье главное, чтобы не оставить. А то сейчас я в утку один раз выстрелил. И что, попал? Дробь нормально дошла, он как бы взлетел, и дробь легла хорошо, ну, догнала она. Но, наверное, я не знаю, не получилось что-то. Может этот, как его, резкости не хватило чуть, ну, метров 40, наверное, было. Вот так вот. Ну все, смотри в ютубе себя, будешь смотреть. У меня нету интернета. Подарите Лешке интернет. Мне он даром не нужен. Это так, это все так говорят, пока интернета нету. А как интернет будет, все. У меня к телеку можно подключить, мне он даром не нужен. Ну ладно, Лешка, мы поехали. Ну, Сергей, привет передам. Ну давай, пока. Давай, иди домой. Она не зайдет. Ну а сейчас я этот с собой возьму. Возьми. Через недельку приедем. Пошли. А это все разобрали. А это ремонтировать будем. Хотим борта поменять, нижние. Но Так-то нормально и все. И зад поменять и все. лучше новую построить уже. А Сергей говорит, упругами говорит, лень заниматься. А это говорит, сделаем. И укоротим, длинная через. Ну понятно. Понятно. Значит, на севере холодает, да? Все ясно, понятно. Я и не посмотрел. Ну-ка! Далеко от речки избушка у них.
Ну-ка, айда. Все, смотри, играются. Все, давай, пошли. Две моторки. Судзуки 5 и Судзуки 6. А со стороны посмотришь, там все одинаково. Разницы никакой не вижу, только мощности больше у меня. И все тут. Вот такой щенок у Айды. Черная весь, вся отца. Ну ладно, поплыли дальше мы. Да, дальше поедем, поплывем. И там за речкой тоже избушка. Кругом у нас везде избушки. Много на каждом повороте. Раньше на сенокос тоже избушки делали. Корову держали многие. Вот так вот. Чуть-чуть не успел заснять. Не то куница, не то фиг знает. Здесь перешел речку. Ох, что-то я... Ох, тормознул я. Надо было вовремя заснять. Он сюда полез и там поднялся. Я думаю, куница была, потому что коричневая. Если норка, она черная вроде как. Но хвост, конечно, или от воды, ну, как-то не такая пушистая. Ну, наверное, из-за воды. Но это вроде как куница была. Первый раз куница перешла на глазах. Обычно у меня эти попадались, как его, белки частенько, когда переходят речки. Это, я думаю, куница. Блин, надо на чеку быть, чтобы заснять. Прозевал. Но я бы успел, конечно, заснять его. Я пока с Айде говорю, давай, говорю, смотри, вон. Нет бы вовремя включить камеру и заснять, показать людям настоящую куницу, которая переходит речку. Мы уже на мелкой реке, уже поднимаемся. У меня, ребята, утка уплывает. Задним ходом до дна. Вон она. Наконец-то. На осень. Ой, блин. Не могу достать. В чировках вроде. Но вон она. Первая утка. Наша осенняя. Осенняя вторая утка уже. Вторая. Это проверяет. Вылезла из своей норы. А? Да? Вылезла. Две штуки было. Взлетели и метров 50 так сели. Они так вдвоем, ну, как бы в кучу собрались. Выстрелила, а только вот одна утка упала. И то хорошо. Иди на место. На уток сколько? На большой речке одного видел. И здесь вот две штуки только пока. Так что будем думать, что еще будет. Потому что утка хоть мало, но все равно встречаются. Уже поздняя осень. Ладно, перезарядить оружие и дальше ехать. Небольшой перекур у нас. Встали немножко. Стоя хоть постоим. А то все сидим, едем, плывем. Вот такой омут тут. И я уже начинаю тут, ну, больше половины уже мы проехали. Даже уже, ну, чуть-чуть осталось там. Километров 4, может, или 5. И я уже начинаю, ну, в некоторых местах, несколько штук сеток закинул. Сетки закинул. С крупными очаями. Не знаю, что-то есть или нету вообще, как. Что-нибудь поймаем или нет.
Сейчас осень, может и уже налим будет ходить. Может какой налим попадет. Если жор есть у щуки, может и щука. Не знаю, что попадет. Пару штук закинем, и если не будет, конечно, попадаться, держать не будем, потому что по всей реке, как видим, плывут эти листья. Листопад сейчас уже, вон, смотрите, на деревьях. Где-то больше половины, наверное, уже выпало листьев, и листья плывут. Еду налегке сегодня, ничего, у меня один рюкзак, ведро, там еще доски, ну, несколько штук, не длинные. Айда траву жует. И пока ехал, все время дождь тоже шел. Как заезжал, клешка там, еще более погода нормальная, а там как начало поливать. Ну, утку подстрелил, и дожди пошли. Уже немножко сырой. Но плащ не одевал. Как-то мелкий дождь был. Сейчас прекратился, но все равно тучи. Но РП-5 показывал, что где-то в часов 9 дожди начнутся. Но что-то сегодня с утра в гости к нам зашла эта дождливая погода. Так, везде крутит водоворот, не знаю, куда что закинуть, хрен его знает. Что-то, ну хотя бы пару жарок поймать. Тут покушать и домой отвезти, и нормально. Лучше свежую, чем, соленая тоже. Вот засолишь рыбу, держишь, и она уже совсем другая. Не люблю я такую. Я лучше схожу там, немножко порыбачу, там пару штук, если попадет, и то ладно. Все, перекур небольшой, и мы дальше поплывем. Там уже встретимся возле избушки уже. Разворачиваюсь. Чьи-то следы непонятные встретил. Надо посмотреть. Толком не разглядел, как-то на песке там фиг знает, кто там ходит. Уже вообще рядом возле избушки. Пару километров, наверное, осталось. Надо посмотреть. Сейчас глянем. О, бля. Что-то крупно. Медведь. Ты смотри, возле избушки рядом. Такой крупный, блин. Ну смотри. Совсем рядом. Фигово. Перешел на тот берег. Я смотрю. Но крупный. Весной, конечно, мы встречали, он маленький был. А этот-то вообще здоровый, блин. Вообще здоровый и свежий. Вчера, наверное, только что перешел. Но вот это да. Вот это сюрприз нам. О, блин. Больше моей ладони. Смотри. Такая лапа, бля. Ширина где-то 20 сантиметров. Не 20, а 15. И в длину. Длину где-то 25. 25 на 15. Ну, мелкий, между прочим. Пацанчик. Не ожидал. Вот что я этого не ожидал. Нафиг он нам не нужен. Так. Ну да, вот буквально вот вчера. Буквально вчера он сюда пришел. Буквально вчера. Что он тут оставил? Или он дома? Можно сказать, он дома, да. Это мы в гостях. Мы в
в гостях в тайге. А они-то, звери, птицы, все дома. Вот так вот. Ну ладно, пускай идет своей дорогой. О! Пускай идет своей дорогой. Сегодня возле избушки надо пошуметь чуть-чуть. В принципе, они сейчас уже скоро холодают, лягут, может, в берлогу, но все равно неприятно. Пошли, Айда. Пошли, Манан. Пошли. Лох. Давай садись, поехали. Ой. Я и смотрю, что за следы, блин. Думаю, как это росомаха. Вон какой зверище. Но весной тоже вот переход. Буквально вот здесь на повороте я и снимал тоже. Нет, обманываю. Выше я снимал. На несколько поворотов. А здесь тоже, вон, видишь, ходит. Вот так картина. Не одни мы. Но крупный, здоровый. Вообще здоровый. Все, доехали наконец-то. Приплыли на свое место. Вот я отмечал с прошлого раза, вот уровень был, когда я в прошлый раз поднимался. А та палка, когда я выезжал, ну, и с того момента еще вода упала где-то сантиметров на 20. А общий уровень с прошлого раза где-то полметра воды упало. Так что вот такая картина. Все, сейчас будем вещи переносить, и как всегда то же самая история. Летимся возле избушки. Фух. Дошли наконец-то. Первый рейс с досками пришел. Çalan zıra kalka, lezi yüzünü şaşçın. Вот так вот. Все как оставляли, так и есть. Так, ох, мыши сколько там. Гуляли, праздничали тут. Этих мышей, блин. А наверху их не было почему-то. У меня тут гречка чуть-чуть, пару штук оставалось. И это я помню. И сюда они не поднимались, только на столе они гадили. И все, и там тоже вон куча такая, блин. Везде мыши. Все, Айда. Сейчас я сперва раздену в первую очередь, а там уже будем печку топить и так далее, как всегда. Как всегда. Начнем с печки и с чая. Одет, ребята, как капуста. Вон. Теплые штаны. Снизу еще штаны. Потом еще штаны. И только тогда уже так. Теплые штаны. Потом обычные. И снизу еще трико. Так вот встанешь, будешь идти. Ух, жарко, невыносимо. И шагать неудобно. А на лодку сядешь, и когда ты плюешь, едешь на моторке. Не мешают теплые штаны там. Даже в теплых штанах и то прохладно становится. Вот так я эти теплые штаны скину себе. И остается только вот этот камуфляж, обычные штаны и трико там еще. Вот так. Сейчас, наверное, бродни обратно я одену, потому что там придется еще. Или же как же быть? Или может там маленькие сапоги есть. Наверное, маленькие сапоги я одену. А на охоту, когда буду выходить, уже одену вот эти болотные сапоги.
Так. Ладно, так и сделаю. Все, главное переодеться. Ух, жарко становится. Печку затопить. Сколько градусов, интересно? О, тепло. 7-8 градусов тепла. В прошлый раз я приезжал, 2 градуса только было. Потепление у нас пока. Вот так вот.